земляшка. Сидела, молчала. Так что да, я молчала, ждала своего часа. Очереди, да. Но мы молчаливые, много говорим, много не говорим, да. Да, меня зовут Лилия Сафина, я поэтесса, я недавно написала свою книжку. Очень рада, что оказалась на этом вечере, прониклась личностью этого писателя и поэта. И рада, что мне получится свое слово сегодня и вам донести. Хотела бы прочесть стихотворение, которое называется «Честное имя». Однажды все превратится в тлен, и все мои чувства к тебе не в последнюю очередь. Оставить бы частичку себя взамен, и речь не только о будущей дочери. Один построит своим родным дом, древесный или каменный, не в этом суть. Другой оставит читателям том или маленький томик чего-нибудь. Третий растратит себя на власть, завещав всем живым карточную империю. Четвертый отлюбит, изрубит всласть, и к концу авантюры придет потерянно. Пятый спецэффектным разразится кино и будет ступать до конца гордо поднятым. Шестой проращивать из себя пейзажи не про то, чтобы и посмертно остаться непонятым. Седьмой сможет смутро отмерить жизнь, прицениться к ней и так, и эдак. Ты только крепче до такого держись. Ювелирно отрежет, без швов и меток. А ведь знаешь, все перемелится в тлен. Мысли, чувства, глаза, все по очереди. Только будь добр, оставь после себя взамен свое честное имя. Во имя Отца, Сына, Дочери. Спросите еще Но если вы Бога вспомнили, Бог любит Троицу. Самое сокровенное. Пока она ищет, мама закончила архитектурный факультет, она представительница деревни Новый Стамбул. Вот как раз есть в 1940 году переселились в Стамбул. Есть до того еще, когда переехали, коренные, переехавшие, была там борьба, не воспринимали. Потом, когда переплелись, все было нормально. Вышла культура, мы там песни пели. Правда, клуб весь дырявый, туалета нет, там стыд, позор, так сказать. Вот это как раз помню. Я сейчас к случаю тоже, хотя, наверное, многие слышали стихотворение про папу, хочу прочесть. Марат Сафин. Да, он родился в деревне, в Чистопольский район, деревня Нарат-Юнга. Есть такая деревня. Хочу зарыться в свитер папы, чтобы обнял, чтобы, как в детстве спящую, поцеловал, чтобы на кроватку сонную меня донес и рассказал по-своему, как жил был пес. Хочу кроссворды трудные вдвоем решать и вдвое больше папу отгадать. А он бы удивлялся и хвалил, какую умницу на свет родил. Хочу в 20-й раз про Мимино, смеясь, смотреть любимое кино. Хочу с ним по-татарски говорить, и также свою родину любить. Хочу от взрослой себе сказать, что не всегда бывает благодать, что в час, когда обидят невзначай или прицельно. Папа, выручай, я про себя тихонечко шепчу, так защити же доченьку свою. Эх, папа, если честно, честный, у самой язык нелестный. А помнишь, как-то ночью перед сном ты прошептал: Кызыл — эталон. А эталон чего? Не рассказал. И сам о многом папа не узнал. О чем расскажешь, догорел рассвет, когда тебе всегда полвека лет, когда до солнца долетела птица и недочитанной осталась тлеть страница.
папа вырвался из тошнотворной клетки. А я по-прежнему считаю знаки, метки, вновь обходя очередную сетку. Хочу оживленной быть в твою грудную клетку. Ну и в финале «Путь к звездам» стихотворение я посвятила тоже поэту, памяти поэта Владимира Высоцкого. Кому? Не, я говорю, что вы растрогали своим стихотворением. А к звездам кому посвящено? Путь Высоцкого. Труден твой путь, труден, в небе молчит звезда. Звезды, они не люди, звезды не мы всегда. Звезды не мы не звезды, в звездах застыла вода. Кажется, к звездам не поздно, каждого ждет одна. Сердце по встрече скучает, верит, что час недалек, звездам всего хватает, звезды им все невдомек. Звезды не просто звезды, в каждой живет мечта. Я до нее сквозь годы, только она холодна. Я и в огонь, и в воду, только она горда. Труден мой путь, труден, в небе молчит огонек. В знаках нуждаются люди, дай же хотя бы намек. Будто велит, успокойся, значит, судьба такова. Гнева богов побойся, все ж у себя одна. Тернии терпят люди, линии чертит судьба. Звезды все время будут, я же не навсегда. Вопрос у меня, где можно приобрести ваши книги? Да, у меня, кстати, будет 24 ноября здесь, в культурном центре, мой творческий вечер в 6 часов. 24 Ноября, А где будет суббота. Где будет, Лиль? Здесь 12 Да, 12. Вот у меня осталось очень мало экземпляров моих книг, ну, где-то десяточку принесу. Вот. Лиль, 24 ноября, да? 24 ноября. 24 ноября, да. Можно я про мою драгоценную земляшку, когда мы познакомились, она очень царапистая, очень, ну, в смысле, иначе невозможно породиться. Ну, критиковали, дружили, потом, когда она воспряла, она говорит, почему я на нее мало вращаюсь, сейчас она хорошо плавает, пример, буквально 1,5-2, она приобрела себя, издала книгу, она, у нее чтят, в смысле, каком она даже лет. Ой, да ладно. Нет, я Это только начало. нормально, нет, нормально, хорошее начало. Кто стихи пишет, ребят, вот давайте литературу, в смысле, смотрите, литература, вот она вот 24-го, считайте, будет месяц приходит с тем составом. Литературно-музыкальные вечера были, потом Вербовая улыбки Кикинс, они распались, так что вот тут чуть-чуть, ну, размытых есть. Здорово, было. Спасибо. Спасибо, Лиль. Да. Хороший, да. Ну, если автор Понравилось, от позволит, души. вот, о звезде говорил, давайте вернемся к герою сегодняшнего дня, потому что его псевдоним Наджми с арабского это звезда. Вот видите как. Получается, что так вот можно. Неграмотно в этом разрезе, а он нам Да, хотелось бы выразить огромную благодарность тем, кто выступал, и вот как бізде вот татарларда айталар, что бүтін жылы сөзілер бүгін, да, вот біз айттық Кави Нажми турынданың хатының сәрбәр турында дыға болып итсін, жұмақта орынары болсын, рухлары шат болсын, и олардың тоже танцы кабыған. Рәхмәт бик зор. Barcha sizlarning Amin, amin. David rahmat sizga. David rahmat Sizga rahmat qizlar. Big zo'r rahmat bilganingiz uchun biz bek shod. Sizga de. Bibliotekimde rastladım. Ecir sevapları yazılsın. Amin.